Увидимся. В Таджикистане в честь 25-летия Конституции планируется самая большая амнистия в истории государства. На волю из тюрем и колоний могут выйти 20 тысяч человек. Законодатель заявляет, что в отношении преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, амнистия не действует. Кыргызстанские депутаты парламента рассказали, сколько стоит попасть в партийный список на ближайших выборах. Сумма по местным меркам фантастическая. Учитывая то, что голос сам по себе он дорожает, то я думаю, это будет до 500, может выше, до миллиона доходить. Турция ввязалась в военный конфликт на территории Сирии. Как отразятся санкции против Турции и осуждение международного сообщества агрессии Анкары на положение стран Центральноазиатского региона. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Более 20 тысяч заключенных и граждане Таджикистана, чьи дела в данный момент рассматриваются в судах, будут амнистированы. Президент страны Эмомали Рахмон выдвинул на слушании Нижней палаты парламента проект закона об амнистии. С учетом того, что депутаты, как правило, безоговорочно принимают все предложения главы государства, нет сомнения, что проект будет принят. Кого именно помилует Рахмон и для чего это делается, выяснял Анушер Ванарипов. Рекордную амнистию проведут к 25-летнему юбилею таджикской конституции, который страна отметит 6 ноября. Освободят от ответственности и выпустят на свободу 20 тысяч подозреваемых и обвиняемых в уголовных и прочих преступлениях, подсудимых и осужденных. В последний раз амнистию объявляли в 2016 году. Тогда она коснулась 12 тысяч человек. По мнению властей, амнистия позволит разгрузить таджикские тюрьмы. На содержание каждого заключенного в стране выделяют в сутки всего около $1. Однако общая сумма, которую можно сэкономить, показалась чиновникам заманчивой. По словам представителей власти, будут освобождены в основном те, кто сидит за несерьезные преступления и чьи сроки подходят к концу. Они якобы смогут принести больше пользы обществу на свободе. Побывав в местах заключения, эти люди остерегутся повторно нарушать законы. Амнистия также положительно скажется на международном имидже Таджикистана. Во-первых, показывает, что мы, как и всегда говорил, мы демократическое государство, правовое государство и гуманное государство. И вообще делаем своих законов, декриминализируем своих законов. То есть это направлено именно на декриминализацию наших законов, декриминализация политической жизни общества. Во-первых, среди них есть люди разной профессии, и которые хорошо работали, может быть. Это раз. Во-вторых, те расходы денежные, которые государство делает для них, это тоже будет меньше. Тех, кого сейчас судят по уголовным и административным делам и кому грозит срок до 5 лет заключения, будут освобождены от ответственности, а дела против них закроют. А вот заключенным местных тюрем нужно сначала раскаяться. По закону об амнистии освободят тех, кто признал свою вину. Если человек, осужденный, не признал свою вину, а в его отношении уже вынесено судебное решение, то положение амнистии к такому заключенному не применяется. Амнистия почему-то не коснется политзаключенных, многие из которых сидят в тюрьмах именно по уголовным делам. Например, известного адвоката Бузургмегра Йорова. Приговоренные к пожизненному заключению, осужденные на смертную казнь, которым приговор заменен на пожизненное лишение свободы, лица, помилованные прежними законами об амнистии и повторно совершившие преступления, тоже останутся в местах лишения свободы. Законодатель заявляет, что в отношении преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, амнистия не действует. Всего за годы независимости Таджикистана в стране было 15 амнистий. Перерывы между ними составляют максимум 3 года. Но за это время таджикские тюрьмы успевают наполниться новыми заключенными. Это неудивительно. Оправдательные приговоры, особенно по уголовным делам, в стране редкость.
Уроженцу Таджикистана Самаридину Раджабову, который является одним из фигурантов так называемого московского дела, предъявили новое обвинение. Теперь ему вменяется угроза применения насилия к сотруднику полиции. Ранее Раджабова обвиняли в покушении на применение насилия. Он якобы попал пластиковой бутылкой в шею полицейского, чем и причинил ему боль. А теперь сотрудник МВД утверждает, что бутылка с резким звуком удара упала рядом с ним, из-за чего он испугался. Защита таджикистанца настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы для того, чтобы понять, есть ли у полицейского психические заболевания, которые могли бы вызвать неконтролируемое чувство страха. Самаридин Раджабов был задержан 27 июля в Москве на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Его арестовали по административному делу о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Позднее его забрали из спецприемника и отправили в СИЗО, обвинив в участии в массовых беспорядках. За ходом судебного заседания сегодня следил наш корреспондент в Москве Тимофей Рожанский. Узнаем у него подробности этого дела. Тимофей, привет. Расскажи последние новости. Да, привет, Шавкат. Не изменили меру пресечения Самаридину Раджабову. Уроженцу Душанбе было подозрение, что это может произойти, потому что внезапно его доставили из СИЗО. Изначально сообщалось, что он выйдет по видеосвязи, но его доставили, и все подумали, неужели сейчас произойдет освобождение. Нет, не произошло. Он вернулся в СИЗО сразу после заседания. Самаридин вел себя очень достойно. Он зашел в зал, сверкая белоснежной улыбкой. Он в целом не скрывает своего отношения ко всему происходящему, называя это абсурдом, смеялся, жестикулировал, вел себя очень артистично, когда, например, адвокат зачитывал его положительную характеристику, он вот так вот делал руками, так. Понимаете, какой уважаемый человек здесь сейчас с вами сидит в одном зале. А когда говорили о том, какую боль почувствовал полицейский, а потом это уже выяснилось, что это был не боль, а страх, он брал голову в руки и говорил, что как страшно. Закончил он все рэпом собственного сочинения. В зале присутствовал рэпер Оксимирон, очень известный, популярный российский рэпер, который очень обрадовался его выступлению. Он поддерживал его всевозможными рэперскими жестами. И потом после этого поговорил с нами. Абсурд, абсолютный беспредел, нонсенс, местами смешно, местами страшно. Ну, то есть это цирк. В принципе, я мог сегодня реально прийти сюда, я не знаю, голый, в маске клоуна, большим бы цирком это от этого не стало. То есть к правосудию это не имеет никакого отношения вообще. Вот. Я напомню, что я здесь поддержать Самаридина Раджабова, Егора Жукова, всех остальных фигурантов московского дела, которых преследуют. То есть другого слова здесь назвать нельзя. Самаридин говорил, что он не безработный, как об этом объявили в начале, что он прораб, и он содержит свою маму, и он является ее единственным кормильцем, и поэтому попросил освободить его, потому что говорит, что мне больно засыпать, когда я знаю, что дома есть голодная мама. И закончил он, в общем, довольно откровенно, прямо обращаясь к судье: ваша честь, я хочу домой, я не должен здесь находиться. Тимофей, а вот защита Раджабова настаивала на психиатрической проверке полицейского. Была ли проведена экспертиза и вообще довольны ли его адвокаты ходом процесса? У нас немного времени. Ну, как ты понимаешь, нет, конечно, недовольны, поскольку меру пресечения не меняют. Он находится все еще в СИЗО. И что будет дальше, там не очень понятно. Вот действительно, с одной стороны, это переквалификация дела, что бы это значило. Силовики могли это сделать ровно для того, чтобы изменить ему меру пресечения. Но нет, меру пресечения не поменяли. Вопрос, зачем это было сделано? Психиатрическую экспертизу пока не проводили, об этом просто говорить еще преждевременно, потому что ходатайство подали только еще вчера, это физически было сделать еще невозможно, рано. Тимофей, большое тебе спасибо, всего доброго, до свидания. От 500 тысяч до $1 миллиона за место в списке партий, которые участвуют в предстоящих выборах в кыргызском парламенте. Такие расценки озвучили нашим корреспондентам сами депутаты Джохорку Кенеша. Причем для тех кандидатов, которые проходят по гендерным или национальным квотам, даже предусмотрены скидки. Реально ли купить гарантированное место в списке партий, которое пойдет в парламент к депутатским мандатам, приценивалась Джубек Бегалиева. Денис Бердаков, возможно, и хочет стать депутатом, но место в кыргызском парламенте ему пока не по карману. Его вчерашний пост в Фейсбуке о расценках за места в партийных списках наделал много шуму.
Кыргызстане в 2020 году выборы в парламент. Мне предложили место. Но удовольствие дорогое, $350 тысяч нужно внести в партийную кассу. Со скидкой как медийному лицу, плюс у меня молодежная и национальная квота. По словам Дениса, депутатские места запросто покупаются. Причем, как на любом восточном базаре, торг здесь уместен. Речь идет, по сути, о рынке, довольно сложном рынке. И то, что говорит из-за квот, есть целый ряд квот, там, инвалидам, нацменьшинства, молодежи, но они на самом деле не эти скидки, которые предоставляют. Да, есть несколько человек, несколько депутатов, которых я лично знаю, которые почти не вкладывали скажем, денег в партийную кассу. Один из таких депутатов, который, по его собственным словам, не платил за мандат ни в 2010, ни в 2015 Достан Бекешев. Но даже он признает, выборы – дело затратное. Я честно скажу вам, я никогда не участвовал в кассовых делах, но все это из бесед же сводится, ну, как бы. Если раньше там платили кто-то там 200 тысяч, 100 тысяч долларов, там 300 тысяч, то учитывая то, что голос сам по себе он дорожает, то я думаю, это будет до 500, может выше, до миллиона доходить. Такие суммы, по его словам, платят те, кто не может набрать нужное для партии количество голосов. Естественно, отбирают по параметрам, знают ли его вообще население, да? Или на его потенциал хотя бы смотрят, сможет ли он там условно за месяца, 2, там, 3 набрать сторонников. Это для партии немаловажно и очень самое главное даже, я бы сказал бы, по числу сторонников оценить человека. Это первое, а потом, естественно, любой партии деньги нужны на выборы. Главный вопрос в этой связи – как потом избранным депутатам парламента возвращать себе вложенные деньги? Об этом мы спросили у Тазабека Икрамова. Бывший физкультурник как раз только вернулся с международного соревнования по борьбе с бронзовой медалью. Успешного спортсмена уже зовут в следующий созыв. Главное, здесь деньги не играют никакой роли. Это надо подчеркнуть. Может быть, если люди, которые не имеют поддержку, они могут предложить деньги. Но тут зависит от количества сторонников в регионе. Сам народный избранник на прошлые выборы, по его словам, потратил копейки. Все ушло на зарплаты агитаторам и бензин. Ну а те коллеги, которые вкладывают в предвыборную агитацию большие деньги, говорит Икрамов, делают это исключительно от бескорыстной любви к народу. Вы сами знаете, в парламенте нет денег. Мы не работаем с деньгами напрямую. Тем более многие наши расходы сократили. Некоторые думают, что в парламенте можно заработать денег. Нет, здесь сидят те, кто горят за родину. У нас есть священная трибуна. С нее мы можем донести проблемы до правительства. Только мы можем рассказать о коррупции, которая где-то есть. Работать в парламенте Тазабеку Икрамову и его коллегам осталось около года. Хотя, по предположению самих депутатов, выборы в Джугурку-Кенеш могут пройти уже этой весной. Поэтому подготовка к ним началась уже сейчас. Джубек Бегалиева, Азат Тумаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Казахстанский депутат Владимир Башко просит прощения у соотечественников не намерен. По его словам, к высказанному ранее ему добавить нечего. Напомню, 3 сентября этого года Башко заявил журналистам, что за оказываемую социальную помощь населению граждане должны встать перед государством на колени. А несогласных предложил, цитирую, «ставить в стойло». Эти слова тогда вызвали бурю возмущений в казахстанском обществе. Казахстанцы потребовали извинений и отставки депутата. И вот сегодня парламентарий наконец ответил на вопросы журналистов. Шалпана Разбекова с подробностями. Даже через 1,5 месяца скандал вокруг депутата Владимира Башко никак не утихнет. Общественники вновь напомнили парламентарию его высказывания. Но теперь, кроме его отставки, гражданские объединения еще и требуют лишить Башко всех его регалий. Такое предложение поступило от представителей 4 русских казачьих общественных организаций Казахстана. Они также намерены привлечь депутата к ответственности за ряд его выступлений, которые, по их мнению, имеют признаки оскорбления. Вдобавок, слова Башко подрывают имидж Ассамблеи народа Казахстана. И последнее, что нам пришлось отвечать на вопросы, это 3 сентября. Значит, 3 сентября нам все говорят, ваш казак на Ассамблее народов Казахстана сказал, что женщин там надо поставить на колени, которые просят социальную помощь, многодетные, вот, и поставить в стойло. Перед аксакалами, перед всеми остальными народностями, составляющими общий народ Казахстана, нам приходится объясняться. По словам общественников, депутат Башко ведет себя неподобающим образом уже несколько лет. Но ему почему-то возмущаются они, все сходит с рук. В апреле 2017 года мы собрали Координационный совет. Там мы поднимали аналогичный вопрос, что господин Башко, имея такой важный административный статус,
он вмешивался в дела Координационного совета русских, казачьих, славянских организаций. Он не только вмешивался, осуществлял давление, что, значит, естественно, негативно влияло на нашу деятельность. Сам Владимир Башко все обвинения отрицает, говорит, что общественникам просто необходим пиар, поэтому и создают информационные поводы. Потому что я возглавляю союз объединения юридических лиц русских, славянских и казачьих организаций. И понятно, значит, он начал на этой пресс-конференции очень много поливать там грязи, что чуть ли там не взятки были, что я там чуть ли не ночевал в судах и ломаете. Это абсолютно неправда. Несмотря на новую акцию против него со стороны коллег по Ассамблее народа Казахстана, Башко не увольняться, ни тем более отказываться от своих регалий и даже извиняться перед соотечественниками не собирается. Не люблю, когда несправедливо страдают те, кто справедливо работает, справедливо прилагая усилия, воспитывает детей, платит свои долги и налоги. И я свое мнение уже высказал, мне что-то добавить очень сложно. Спасибо вам большое. По словам общественников, в самое ближайшее время президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, Ельбасы Нурсултану Назарбаеву, председателю КНБ Кариму Масимову и в Генпрокуратуру будет направлено письмо о лишении Владимира Башко его статуса. А пока они призывают отреагировать руководство Ассамблеи народа Казахстана. Там о конфликтной ситуации знают, но пока никак не комментируют. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Смотрите далее в нашей программе. Турция ввязалась в военный конфликт на территории Сирии. Как отразятся санкции против Турции и осуждение международного сообщества агрессии Анкары на положение стран Центральноазиатского региона. Узбекистан стал членом Совета тюркоязычных государств, который также известен как Тюркский совет. Решение принято на саммите государств-участников в столице Азербайджана Баку. Там же экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который представлял свою страну на саммите, был объявлен пожизненным почетным председателем Тюркского совета. Назарбаев в марте этого года ушел в отставку, однако обладает титулом Ельбасы, лидер нации, и по-прежнему оказывает огромное влияние на политику страны, возглавляя Совет безопасности правящую партию Нур-Отан. Анкара готова ответить на любые санкции США, которые Вашингтон введет в качестве реакции на операцию в Сирии. Турецкая армия продолжает наступление, несмотря на все более резкое осуждение мирового сообщества. С подробностями Ольга Жирносек. Над турецко-сирийской границей видны густые облака дыма после взрывов. Это 8-й день наступления Турции на северо-востоке Сирии против курдов. Операция закончится только тогда, когда мы без исключения будем контролировать зону глубиной 30-35 километров. Пока мы не достигнем этой цели, никакая сила не сможет нас остановить. Атака продолжается, несмотря на американские санкции, введенные накануне. Сегодня с визитом в Анкару прибывает американская делегация во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Делегация будет просить о прекращении огня. Мы ввели сильнейшие санкции, какие можно представить. У нас есть много всего в запасе, если это не повлияет, включая огромные тарифы на сталь. Они отправляют много стали в США. Тем временем Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен встречаться с вице-президентом США. Он заявил, цитата, «Когда приедет Трамп, тогда и поговорим». Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России. Они договорились о скором визите Эрдогана в Москву. Россияне являются главной влиятельной силой, и дипломатические каналы открыты. Турецкая и российская армия находятся в прямом контакте. Конечно, россияне также находятся в прямом контакте с сирийцами. Будучи посредником между, они пытаются избежать любого инцидента. Военная операция «Турция против сирийских курдов» началась 9 октября, после того, как президент США объявил о выводе американских войск из Сирии. Курдские отряды народной самообороны были вынуждены пойти на сделку с официальным Дамаском. В итоге подконтрольные Башару Асаду войска начали занимать курдские позиции. Накануне сирийские военные заняли город Манбидж. Туда же вошла российская военная полиция. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж вот так открыто, с демонстрацией флага, потому что военнослужащие вооруженных сил США с 2 своих военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге. Пресс-секретарь Владимира Путина сегодня заявил, что Россия с уважением относится к праву Турции обеспечивать свою безопасность. В то же время в Кремле рассчитывают, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности. Военную операцию Турции осудили в ЕС, а также партнеры Анкары по НАТО. Ольга Жирносек. Настоящее время.
О ситуации в Сирии и о том, как она может отразиться на странах Центральной Азии, моя коллега Дарья Тимофеева побеседовала с экспертом в области международных отношений Эсеном Усубалиевым. Здравствуйте, Эсен. Последнюю неделю все внимание мирового сообщества приковано к Сирии и Турции. Меж тем, на саммите тюркоязычных государств об этом не было сказано ни слова. На ваш взгляд, почему? Союз тюркских государств — это не политическая платформа. Обсуждение международных проблем как бы там не стоит в повестке. Поэтому не следовало ожидать какой-то реакции. А в рамках двусторонних встреч? Я тоже не думаю. Если мы говорим о Кыргызстане, то наша политика традиционно не активна. То есть мы никогда не выступаем по таким, знаете, ключевым международно-политическим вопросам международных отношений вообще в мире. А можно было бы ожидать от Казахстана, поскольку они являются территорией, где проходят сирийские переговоры мирные с участием Ирана, Турции, России и представителей сирийской оппозиции. Но так как этого не прозвучало, можно, конечно, ожидать, но я пока не вижу в этом смысла. США уже выдала реакцию на все происходящее, введены ряд санкций. Между тем, Турция является инвестором и экономическим партнером стран Центральной Азии. Как это отразится на наших взаимоотношениях? На нас это вообще никак не отразится, поскольку здесь нужно понимать, что действия Турции в Сирии, они, в принципе, согласованы с Россией, поскольку турецкое и российское руководство находятся в тесной координации по Сирии. И, в частности, все, что сейчас там происходит, это все в рамках вот этих таких переговоров тайных, которых мы не знаем. А что касается Центральной Азии, Турцию нельзя назвать большим инвестором, поскольку бизнес, который присутствует в Центральной Азии, это все-таки мелкий и средний бизнес. У Турции самой проблемы экономические еще до введения американских санкций. Экономические проблемы уже были в течение 2 лет, и это сказалось на их внутреннем положении самой страны. Поэтому как бизнесмены были, так и будут. Единственное, что Турция пока сейчас за последние 5 лет не участвует в каких-то крупных проектах в Центральной Азии. Поэтому экономических последствий для нас нет. Единственное, что в политическом плане мы можем либо поддержать Турцию, либо не поддержать, либо просто воздержаться. Но так как сейчас это не обсуждается ни на одной из площадок международных, значит, так есть. Рано или поздно эта тема все равно будет поднята на международных площадках. На ваш взгляд, страны Центральной Азии выберут какую-то конкретную позицию и будут ли поддерживать чью-то сторону? Ну, давайте проанализируем. Туркменистан традиционно будет отстраняться. Кыргызстан не будет выступать до тех пор, пока Казахстан либо Узбекистан не выступит. От Узбекистана можно ожидать нейтральной позиции, поскольку они только недавно, 3 года назад, начали восстанавливать отношения с Турцией, и им невыгодно изменение каких-то отношений. От Казахстана можно ожидать, поскольку он более активен в международной политике, и он связан и с западными странами, и является тесным союзником России, но я все-таки предполагаю, что Казахстан также поддержит, скажем, негласную российскую сторону. Приходят сообщения последние дни о сотнях сбежавших боевиков ИГИЛ из курдских тюрем. На фоне этого можем ли мы говорить о так называемом возрождении группировки? И опять же, не поедут ли люди из Центральной Азии воевать за ИГИЛ? Нет, я все-таки склонен рассматривать это как единичный, как не единичные, а случаи довольно регулярные, возможно, спланированные относительно побега ИГИЛ. Но возрождение в том былом виде, как оно раньше было, это навряд ли, поскольку сейчас ресурсов таких нет. И, возможно, Турция хотела бы использовать их против, скажем, курдского населения, но вы знаете, что сирийская арабская армия уже находится в тех местах, которые покинули курды и американские войска. Поэтому это однозначно значит, что Россия также подключится к этим процессам. Я думаю, что ситуацию можно будет удержать под контролем. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточно телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До встречи.
Меня зовут Сергей Ковалев. Я занимаюсь тем, что делаю людей счастливыми, когда они хотят новые столешницы. Помогаю им пройти весь процесс, начиная с выбора камня, заканчивая уже готовым продуктом. Если ты счастлив в душе, страна, наверное, не имеет значения. Америка – это страна возможностей. Мне очень нравится направление, которое я выбрал. Натуральный камень – это целое искусство.